Здравствуйте, Хайрли Кищ. В прошлой программе мы уже затронули тему единства татарской нации. Вот практически все звонки телезрителей уже после программы были на одну тему: не нужно делить наш народ. Вопрос этот приобрел особую актуальность в дни всероссийской переписи населения, которая в эти дни проходит в стране. И вот сегодня в эфире на каналах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета мы обсуждаем, в ток-шоу «Точка опоры» мы обсуждаем тему «Татары в единстве сила». Сегодня в студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. Здравствуйте, и мы говорим именно о единстве татар, да? И у нас сегодня очень серьезные гости, доктора и кандидаты. Итак, представляю наших экспертов в нашей студии. Дамир Мавлеевич Исхаков, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туганжир». Раиль Равилович Фахруддинов, также доктор исторических наук, заведующий кафедрой Института международных отношений Казанского федерального университета. И Искандер Лерунович Измайлов, доктор исторических наук, также ведущий научный сотрудник Института имени Шигабуддина Морджани, Академии наук Татарстана. Добрый вечер. Здравствуйте. И Ильгиз Ильдарович Халиков, кандидат филологических наук, заместитель руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар. Добрый вечер. Рад вас видеть. И с нами сегодня на интернет-связи Валерий Сергеевич Горшунов, кандидат исторических наук, эксперт по формам традиционной идентичности. Добрый вечер. И Фавия Ахтямовна Сафиуллина, заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области, заместитель председателя Конгресса татар Свердловской области, Татар и Урала, член Национального совета Всемирного конгресса татар. Продолжаем. Мы работаем в прямом эфире. Мы работаем в прямом эфире, да. Можете звонить нам в студию по телефону 554-5610, код Казани 843. Также у нас идет трансляция в прямом эфире не только на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета, а также в социальной сети ВКонтакте, в группе ТНВ и в сети YouTube. Итак, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Звоните, обращайтесь. Перепись продолжается. Сегодня переписчики первый день как начали обходить дома и квартиры, вносят данные жителей в переписные листы, чтобы потом составить, в общем-то, общий портрет страны и каждого из ее народов отдельности. Для большинства, конечно, оптимальный способ по-прежнему участвовать в вопросе лично с переписчиком. Также можно дойти до ближайшего стационарного переписного участка. Есть возможность принять участие в электронном формате на сайте Госуслуг. Вот сегодня одним из первых принял участие в переписи председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Он призвал жителей Татарстана принять активное участие в всероссийской переписи населения, подчеркнув ее значимость. И вот еще, что он сказал. Внимание на экран. Я обращаюсь к жителям Татарстана с большой просьбой. Недооценки в этом быть не должно. Участие каждого поможет сформировать правильный подход к достижению целей, которые перепись перед собой ставит. Конечно, мы хотим, чтобы татары остались как минимум на втором месте по численности после русских в стране. Понятно, это позволяет руководству республики обращаться, значит, и по национальным программам, национально-культурным программам, и вместе с федеральным центром их решать. Тем более с учетом дисперсной разбросанности татарского населения по всей России, компактно их проживание практически во всех субъектах Российской Федерации. И мы обращаемся и к нашим соотечественникам за рубежом, которые тоже могут таким образом свое волеизъявление сделать. Сейчас процитирую заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Смелова. На пресс-конференции в Москве в минувшую пятницу он сообщил, что вопрос национальности один из самых сложных во время переписи. И национальность человека будет записываться исключительно со слов респондентов. Никаких подсказок, словарей или справочников не предусмотрено. Сейчас процитирую. Изменение даже одной буквы в национальности может привести к искажениям. Поэтому все записи по национальности проверяются вручную совместно с профильным институтом этнологии и антропологии имени Муклуха Маклая-Ран. Все данные в этом разрезе появятся в ноябре-декабре следующего года, одними из самых последних. Так сделано, потому что это очень чувствительная тема, и каждый раз возникает много вопросов, сколько же осталось того или иного этноса, и поэтому здесь недопустимо ошибиться. Вот сейчас прошу наших экспертов, почему так важны цифры переписи для каждого народа, татарского в частности. Дамир Мавлеевич, хочу начать с вас. Как специалист по исторической демографии, я могу сказать, что демографический вес народа имеет важное значение в общественных процессах. И вот пока татары занимают второе место в России, мы всегда можем сказать, что мы в этом пространстве имеем очень глубокую историю, поэтому нас много, можем сказать. И в этой же связи можем сказать, что наши предки участвовали во всех событиях российской истории, и поэтому мы можем себе требовать права как крупный народ Российской Федерации и вообще в целом российского пространства.
И поэтому я думаю, что вес не просто сохранять надо демографически, но приумножать. К сожалению, в последние годы у нас были отступления. Не только это зависело от нашего народа. Сейчас нам необходимо восстановить нашу численность и расти вперед. Раиль Равилович, как вы Да, считаете? я полностью поддерживаю. Я более того скажу, что татары, так же как и русский народ, являются государствообразующим на территории Российской Федерации. Это можно провести пример из исторического прошлого, современное состояние Татарстана, не только Татарстана, а тех регионов, где компактно проживает татарское население. И я бы здесь хотел сказать следующее, что, к сожалению, начиная с первой половины 20 века, нас пытались всегда делить. Появилось огромное количество так называемых этнографических, этнотерриториальных групп. Конечно, для меня однозначно, так же как русский народ единый, так же и татарский народ единый. И поэтому те наших слушателей, дорогих, которые будут принимать участие во время переписи, однозначно надо показывать как представители единого татарского народа. Искандер Леонидович. Численность любого народа в многонациональном государстве играет важную, определяющую роль. Не только для социальной политики, но и во многом для национальной языковой политики. Но есть еще один аспект, который я бы особо выделил. Большая численность татарской нации, и, хотя и значительная часть проживает, как было сказано, диаспорально, позволяет нам требовать от федерального центра и самим выделять значительные средства на образование, науку академическую, культуру. Вот эта высокая культура, образование и наука – это, в свою очередь, то, что держит нацию, позволяет ей быть новой, современной, развивающейся. Но вот для этого каждый человек должен задать себе вопрос и ответить на него правильно, и участвовать в этой переписи, показывая неразрывную связь со своей нацией. То есть это уважение к своему народу, истории. И к его традициям. Хорошо, Ильгиз Ильдарович. Ну, я вот продолжаю мысль. Это все-таки вот акцент хочу все равно сделать. И в прошлой передаче я это сделал, так как, наверное, из 7 педагогов в 3-м поколении. Для меня очень важно, это, конечно, полноценная система образования. Начиная с дошкольного и завершая не только высшим образованием, но и академическим образованием. То, что вот и научные изыскания, и прочее. То есть для нас стратегически важно, что по результатам переписи населения мы оставались на той же позиции, можно выше, ниже нельзя ни в коем случае, потому что это дает нам возможность говорить о том, что мы можем рассчитывать на свои детские сады, на свои школы, на свои учебники, переводные учебники. Вот это самое стратегическое, на самом деле, вот для меня в частности, как педагога, как отца 2 детей, которые вот растут, развиваются, и есть возможности. Это касается и телевидения, и радиовещания, и периодической печати. То есть это целый спектр. Вот, кстати, да, и Фарид Харулович сказал, да, что очень много татар, которые живут за пределами Татарстана, за пределами России в том числе. Вот и для них, наверное, именно в эти дни, в дни переписи, очень важно понять, как вот правильно вписать, да, свою национальность в этот переписной лист. Вот как вы думаете, вот почему это именно важно? Размывание ведь происходит, Да. мы так понимаем. Размывание идентичности и так далее. Мы Тем более, живем вот вы в сказали, условиях. да, для развития, что вот образование и так далее, вот для тех, кто, может быть, живет за пределами Вызывает Татарстана. обеспокоенность как раз Насколько это больше важно? те, кто проживает за пределами Татарстана, или Не только размывание. Есть сложный вопрос. Вот мало кто обратил внимание, внезапно появились афганские татары. Весьма Может, интересный такие еще? феномен. Как бы, если внимательно проследить их историю, фактически получается, что это монгол-татары на самом деле, потерявшие свой язык, но самосознание сохранили. Вот. Я так думаю, конечно, про себя немножко посмеиваюсь. Если они захотят вот сейчас переписаться с татарами, мы их вынуждены будем включать в состав большой татарской нации. Потому что тут главный критерий – это самосознание. И поэтому есть и другие аналогичные вопросы. Вот я как этнограф могу сказать, что целый ряд мелких групп, которые живут в Тюркском на Алтае, они в бытовой жизни себя идентифицируют как татар. Тадар кишляры. Конечно, включают в состав то хакасов, то телюта, еще то кого-то. Но у них татарское составное в самосознании тоже есть. Но, конечно, сейчас уже вряд ли их можно включить в состав татарского народа, потому что они пошли другим путем. Но, как я сказал, некоторых еще включить можно. Вот, например, афганских татар, я считаю, можно считать вместе с нами.
В Иране оказались ВКТ татары говорит, живут. нужно. Нужно, конечно. Татар Афганистана, не афганских татар, я хочу подчеркнуть. В прошлый раз мы Да, говорили о да, татарах. вот давайте вот мы правильно Татары в говорить. Внимание тогда. Надо сказать, что единство татарской нации размывается не просто так. То есть наряду с такими процессами глобализации, модернизации, урбанизации есть еще некоторая политика довольно которая целенаправленно ведется к тому, чтобы раздробить вот это большое тело татарской единой нации на отдельные элементы. И в подготовке к переписи, которую готовил, кстати, Институт этнологии и антропологии РАН, который потом должен курировать, он выделил едва ли не 40 наименований различных групп татар. Но это же попытка раздробить единую идентичность. Вот, допустим, русские, там только одна строка, и нет никаких других. Хотя на самом деле есть и, например, колымцы, камчедалы, поморы, казаки и много других категорий. Есть диалекты, говоры также внутри, да? Но никто не делит единую русскую нацию на какие-то Да, элементы. мы не слышим, что там русские, костромские русские, да, опять же, Вятичи, сибирские например, русские. там, вдруг не говорят, что население, например, Подмосковья хочет именоваться вятичами. Но для татарской нации это вполне определенная реальность. И здесь как раз очень важна академическая наука, которая должна разъяснять вот эти все сложности, идентичности, показывать, что это все местные наименования, земляческие названия не имеют отношения к одной большой идентичности, которая нас всех объединяет. Вот именно во время переписи вот это вот усиливается, да, вот это вот деление на этносы, Ну, субэтносы. давайте просто даже схему посмотрим, Зуфар, которую дает татарская энциклопедия «Татарика». Я даже все группы перечислять этнические не буду. Там Ну, да, казанские, больше 40 сибирские, сказали. костромские, пермские, польско-литовские, касимовские, астраханские, нукратские, тептяри, мишарины, гайбайки, кряшины и так далее, и так далее. Но вот Ты всё это выучила. это я еще нет, это я прочитала, да? То есть это прекрасно, когда у одной большой нации такое разнообразие, да, богатство, Знаете, что самое с общей интересное? историей, Перепутано. культурами и Это так далее. это в книге «Татары» ничего такого нет. Это в татарской энциклопедии «Татарика», то, что мы смотрим. Вот сейчас я хотела дать слово... Ну, та же самая Википедия то же самое дает. Да, Валерий Сергеевич, дайте нам, пожалуйста, эксперта по скайпу. Я на связи. Да, Валерий Сергеевич, вот как вы к такому этническому разнообразию и этническим группам в составе большого татарского народа относитесь? Вы сами у нас... Вы знаете, я сам кряшин. Сам кряшин, субэтнос татарского народа. Скажем так, мои дети это уже в смешанном браке они произошли. У меня 3 крови, то есть у детей получается, да. Татарская, русская и кряшинская кровь. Вот, по сути дела, вопрос идентичности для моей семьи, он тоже является очень, как говорится, важным. И вот я сам живу сейчас в Геленджике на данный момент, причем был очень такой любопытный факт. Я встретился с женщиной, у нее восточное имя. Я спросил, кто по идентичности, она сказала татарка. Я говорю, представляете, я говорю, я тоже татарин, несмотря на то, что у меня имя русское. Мы разговорились, она оказалась крымской татаркой, я оказался представителем Поволжья, да, представителем поволжских татар, то есть кряшным, я ей рассказал про тоже в том числе. И просто хочу добавить, она татарского языка не знает, я сказал, что я знаю татарский язык, она сказала, я завидую, конечно, этому процессу. Вот, мы стараемся вот этот вот язык выучить заново по определению. Я просто хочу сказать о том, что вопрос идентичности, он сегодня очень важный, потому что традиционная идентичность, она не дает занять место какой-либо деструктивной идентичности. Мы сегодня знаем, что среди молодежи существует очень большое количество вот этих вот деструктивных идентичностей, которые приписывают их деструктивной субкультуры, и татарская традиционная идентичность — это элемент защиты подрастающего поколения от вот этого вот негатива, который приводит к современным страшным формам. Да, с вами согласны, да, наши эксперты. Фавия Октябрьевна, как у вас обстоят дела, как вы считаете, вот это деление на этнические группы, насколько касается вашего региона, стоят ли такие проблемы остро? Я, конечно,
не эксперт и не ученый. Я хочу сказать на практике. У нас на Урале в этом плане именно единство татарской нации более-менее спокойно. Нас не делят ни на Мишар, ни на там другие этнические группы. Мы татары. Есть у нас пермские татары, вот как бы, да, и уральские татары. У них диалект отличается маленько. Немножко они похожи на башкирский диалект. Оно, вот недавно буквально мы проехали по многим населенным пунктам Свердловской области, посетили 22 деревни, несколько городов, в том числе были в городе Серове, который 400 километров от центра Урала, от Екатеринбурга. Народ себя считает татарами. Сколько раз вот мы полные залы собирали, со зрителями вели беседу, и никто из них не пытается себя делить на какие-то там этнические группы. Я в этом плане очень спокойна, но меня беспокоит, конечно, оставим ли мы то количество татар, которое у нас хотя бы было 2010 года уровня. Дело в том, что очень страшно идет ассимиляция. На самом деле, вот это вот с языковой проблемой, молодежь, смешанные браки. Мы как могли и по интернету, и все социальные сети использовали для того, чтобы важность сохранения татарской нации, как могли и очно встречались с народом, очень много вели разъяснительную работу, но до сих пор продолжаем. И не только... Ну, хорошо, да, спасибо, мы вас поняли. Сейчас на этот вопрос мы уже будем отвечать здесь с нашими экспертами. После рекламы не переключайтесь. Ну что, мы все-таки можем говорить о каких-то программах? Продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ, Татарстан, ТНВ «Планета». Тема сегодня «Татары в единстве сила». Я хочу сейчас, прежде чем задать вопрос экспертам, который обозначил нам Свердловскую область, еще раз вернуться к Валерию Сергеевичу. Валерий Сергеевич, вы говорили о трех, да, составляющих вашей национальной идентичности. Все-таки, а в детях, вот как у вас, как вы их воспитываете? Что все-таки, какая ближе, какая роднее, что родное? Знаете, я обучаю детей татарскому языку.
Татарскому языку. Обязательная часть программы воспитания. С детства, в связи с тем, что я кандидат исторических наук, я рассказываю им о тюркской истории, которая действительно очень глубока по своей сути. И, по сути дела, смотрю вот как на своих детях, как на живом примере, насколько эффективными являются вот эти вот как бы воспитательные методы. Вообще я являюсь сторонником того, что сегодня для вот воспроизводства татарской идентичности нужно использовать более современные так называемые субкультурные методы. Молодежь, вот у меня есть подростковый, скажем так, материал из Ямало-Ненецкого автономного округа, там живет большое количество татар и огромное количество смешанных браков. И работая с этими детьми, особенно вот с категорией КДМ, ПДМ, который стоит на профучете, там действительно попадаются дети очень часто, которые имеют, ну, вот скажем так, и татарскую кровь в своих жилах, да, от одного из родителей, но у которых сложная семейная обстановка. Вот применяя эти субкультурные методы, в том числе отсылки к истории, тюркские руны в качестве визуального элемента, удается пробудить в них и влияние, скажем так, татарской идентичности. Они начинают проявлять интерес к изучению татарского языка как такового. Хорошо, Валерий Сергеевич, спасибо. Вот сейчас давайте, да, наверное, к вопросу... Ну, вот у нас, да, мы уже говорили об этом, что графы национальности у нас в паспорте нет, и перепись является практически единственным источником информации, да, о национальном составе нашей страны. Вот как вы думаете, насколько вот изменится, я не знаю, этот состав? Вот Свердловская область обеспокоена, да? Да, вот сегодня мы слышали. вторая национальность, да, Мы можем потерять? в России по численности. Вот как вы думаете, как вот изменится ли это? Ну, наше положение зависит от нас. Вообще-то смешанный брак – это, конечно, угроза потери какой-то идентичности, но одновременно это возможность увеличения своей численности. Если будешь хорошо воспитывать своего ребенка в своем духе, можно получить, как сказать, дополнительный прирост за этот счет. Но это зависит от положения в семье и от крепости духа людей, которые в этой семье участвуют, как одна из сторон партнерских отношений. Но вот мы из бытовой жизни знаем, что очень плохо ассимилируются грузины, например. Евреи хорошо сопротивляются ассимиляции. Татары не очень. Вот это значит, у нас есть какие-то слабости внутренние. Вот надо как раз эти слабости преодолевать и объяснять своим детям, правильно было сказано, и культурные особенности, язык прививать надо. Если того другого нет, то хотя бы историю обучать. Там, если ты увидишь великую историю своих предков, ты захочешь стать представителем этого народа. От нас многие вещи зависят. И это у нас, кстати, сейчас очень мощный ресурс демографический, смешанные семьи. Потому что пятая часть татар состоит в смешанных семьях. Если хотя бы половина представителей этих семей запьется татарами, мы даже в сложной обстановке можем выплыть из плохой демографической ситуации. Как вы считаете, Да, ну, здесь падение ждать? солидарен, согласен, проблем достаточно много. И я хочу что сказать, что, конечно, очень много зависит от семьи. То есть даже в тех, раз мы говорим о смешанных семьях, от того, какое воспитание... Вообще человека ведь формирует среда. И вот родители, наверное, должны создать такую среду, языковую среду, историческую среду, в целом воспитывать так, чтобы ребенок был, ну, чувствовал гордость, наверное, сопричастность вот, к татарской культуре, к татарскому языку. И здесь я еще хотел бы еще одну проблему поднять. У нас в советское время ведь ассимиляционные процессы тоже были сильные, но мы были спокойны. Почему? Потому что татарская деревня, она поставляла бы достаточно большое количество и представителей интеллигенции, и в целом татар в города, и в частности в Казань. Да? Ведь сегодня ситуация меняется, в татарских деревнях население все меньше и меньше. И мне в города тоже ассимилируются. Да, и городские тоже ассимилируют. То есть, если он деревенский, то его ребенок в Казани, он еще знает татарский язык, то уже внук, это под вопросом, правнук, как правило, уже, скорее всего, нет. Да? Да. А вот того источника, совершенно верно, а того источника, который он всегда черпал, вот эту городскую среду татарскую, к сожалению, она сегодня умирает. Вот я по поводу семьи тоже соглашусь. Еще ведь в этой ситуации будет такой стержень у ребенка, что человек потом не будет определяться от переписи к переписи, кто он. Человек вообще не ждет этой переписи. Человек служит народу, человек знает о своем народе. Сейчас мы получаем, что человек должен во многих вещах, тем более особенно сейчас молодежь, должна определяться в тот момент, когда к ней придет переписчик на дом.
То есть Как это, это ведь внутреннее это же состояние тоже не какое-то должно показатель. быть, видимо. И в этой ситуации очень сложно, вот тут сейчас все против вообще Равиловича, давайте Они просто не на ту кнопку нажали. Да, не так много времени против. Ну, не совсем. Просто мы из одной проблемы, из одной плоскости в другую перешли. Да, в деревнях у нас меньше народу. Они переезжают в город. Ну, из одной проблемы в другую переходим, да, или ищем, пытаемся искать проблему. Но ведь мы возможности города не используем. Вот, к примеру, да, есть театры, есть концерты. Мы с детьми туда ходим очень редко. Мы в основном около телевизора лежим, смотрим. Я вот не поленился, вот не хвастаюсь, говорю. Буквально в воскресенье я пошел в театр Тинчурина, имени Камиля Тинчурина. У них цикл начался, буквально часовой, камерного оркестра. И у меня сын 10-летний, он на одном дыхании час посмотрел. И песни послушал, и стихи, и все. То есть мы должны все это использовать. Извините, мы сами лентяи. Опять. Да? Все правильно. У нас сейчас звонок подсказывает. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гулина. Мне 34 года. Так, У меня 4 детей. 4. Угу. Да. Вот у меня все 4 детей, они разговаривают на татарском языке. Вот я сейчас слушаю вас, да, и тут дискуссии какие-то там. Вот некоторые не знают татарского языка, некоторые не знают такого-то языка. Вот в любом случае, если твой ребенок татарин, он должен иметь знание татарского языка. Возможность Это учить, да. возможность Опять же, учиться и вся так семья, далее. вся семья. Вы правильно научили Вот своих детей. Да. Если вот так вот было, мы, наверное, бы не ставили вопрос, что мы должны противопоставить псевдоисторикам, политтехнологам и так далее, которые пытаются, в общем-то, в каких-то степенях разделить татарскую нацию, размельчить и раздробить. Вот тогда в этой ситуации коротко в завершении программы итог. Что мы можем противопоставить псевдоэкспертам, чтобы сохранить, чтобы только вырасти и чтобы развиваться дальше? Равиль Равилович. Единство народа, культуру народа. Для нас самое главное сегодня сохранить наш народ. Наши предки наш народ сохранили. У нас в истории были очень сложные периоды. Наши предки сохранили наш народ. Наша задача этот народ сохранить, и не только сохранить, а приумножить его. Мы должны продолжить традиции, которые были присущи татарскому народу, традиции просветительства. Вот когда мы начнем заниматься самообразованием, образованием, просветительской деятельностью, вот тогда у нас все будет хорошо. Каналь Леронович, очень коротко. Да, мы понимаем, что нация и национальная идентичность – это то, что воспитывается, образовывается. И вот здесь очень важна роль академической науки, образования, высшего образования. И та ситуация, которую сейчас мы должны зафиксировать вот результатом переписи, это результат прошлой политики. Но мы должны жить не от переписи к переписи, мы должны наращивать усилия по развитию нашей татарской идентичности. И Спасибо. тогда у нас все получится. Дамир Владимирович. Надо крепить национальный дух, тогда ничего не страшно. Хорошо, благодарим Спасибо, всех Напомню, зрителей. что мы с вами каждый будний день с понедельника по пятницу в 16:30 на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. А завтра обсуждаем тему смешанной браки, той самой Сегодня двойной мы уже затронули об идентичности. этом. Да, Тема. встретимся завтра в 16:30. Спасибо, всего доброго. Включаться? Да, ага, рахмет, Сізге де. Сау болыңыз.